Доброго времени суток, уважаемые телезрители! В эфире НВК Саха передача «Проавто-14». Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, касающиеся правил дорожного движения. В студии работает Валерий Антонов. В течение следующих 25 минут вас ждет много новой и, главное, полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий, что случилось на дорогах республики за последнюю неделю. Скрыться не удастся. Поговорим о причинах оставления места ДТП. Пыль, шум и разрушенные дороги. Ограничение движения больших грузов. Спустило колесо. Меры безопасности при вынужденной остановке. Повторение – мать учения. Правила дорожного движения в нашей студии проверит солистка Государственного театра оперы и балета Екатерина Захарова. В начале выпуска предлагаем вашему вниманию краткий обзор происшествий на дорогах республики за последнюю неделю. За последнюю неделю на дорогах Республики Саха-Якутия зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий. 23 человека получили травмы различной степени тяжести. 9 из 10 дорожно-транспортных происшествий случились в городе Якутске, одно в Ленском районе. За последнюю неделю сотрудниками ГИБДД были задержаны и отстранены от управления 98 водителей в состоянии опьянения, в том числе 3 севших за руль в состоянии опьянения повторно. 23 водителя отказались проходить медицинское свидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Между тем, это их не освобождает от ответственности наряду с теми, кто такое свидетельствование прошел. За неделю к административной ответственности привлекли 111 водителей, нарушивших правила перевозки детей. Напомним, что штраф за данный вид нарушения предусмотрен частью 3 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и составляет 3000 рублей. 8 ноября около 3:45 утра в дежурную группу батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия поступило сообщение о том, что по улице Тимирязева возле дома 41 города Якутска автомашина Toyota Succeed совершила наезд на препятствие. На месте происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что водитель 1982 года рождения не справился с рулевым управлением, совершил наезд на опору уличного освещения, после чего съехал с проезжей части дороги. В результате ДТП мужчина получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован в районную больницу номер 2 города Якутска. Как пояснил виновник аварии, ночью он выехал в магазин, чтобы купить сигарет, а до поездки употреблял горячительные напитки. В результате последние сыграли с водителем злую шутку, и он оказался на больничной койке. К счастью, на пути выпивохи в тот момент не оказался запоздалый пешеход или другой автомобиль. Тогда последствия, вероятно, были бы гораздо более плачевные. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим прав. Данное нарушение влечет административный арест на срок до 15 суток, либо штраф в размере 30 тысяч рублей. Не пополняйте статистику дорожных происшествий и список нарушителей правил дорожного движения. Берегите себя и своих любимых. Соблюдайте правила дорожного движения. Оставление места ДТП – одно из самых распространенных нарушений правил дорожного движения, за которое могут лишить прав или же наложить административный арест. В следующем сюжете мы вам расскажем о причинах оставления места ДТП, ответственности нарушивших правила дорожного движения и о том, как же происходит розыск виновных. По правилам, после дорожно-транспортного происшествия водители обязаны дождаться инспектора ДПС для составления протокола и оформления места происшествия. Если участник аварии по какой-либо причине не дожидается патрульной машины, то это является оставлением места ДТП. Основными причинами является отсутствие страхового полиса ОСАГО, чтобы люди избежать материальной какой-нибудь ответственности, оставляет место ДТП. Либо водителями в состоянии опьянения. Также имеются случаи, когда водители у нас вовсе не имеют права управления транспортными средствами. Также бывает, когда водители сами не замечают, когда мелкое дорожно-транспортное происшествие, в основном у нас грузовой транспорт следует, зацепляет мелкий транспорт, и он не замечает факт дорожно-транспортного происшествия. В случае ДТП водителям необходимо немедленно остановиться и не трогать с места машину. Это первое требование пункта 2.5 ПДД.
После того, как включена аварийка и выставлен треугольник, необходимо оценить последствия ДТП. И прежде всего важно прояснить два главных вопроса. Есть ли пострадавшие, которых нужно срочно доставить в больницу, и не заблокирована ли дорога из-за случившейся аварии. Позвонить сразу в дежурную группу, у нас в городе Якутске это 127 на короткий номер, чтобы ориентировали личный состав, да, сузят круг и остановили водителя. Также действовать по инструкции дежурного, который может вызвать вас на дежурную группу, там изъять видеозапись, то есть доказательство, сам факт дорожно-транспортного происшествия. Второй случай, когда вы оставили машину на парковке, да, либо у себя во дворе, утром либо вечером замечаете то, что у вас было дорожно-транспортное происшествие. В таких случаях также звоним в дежурную часть и ожидаем инспекторов, которые приедут, зафиксируют и будут искать доказательства дорожно-транспортного происшествия. На сегодняшний день по республике за 10 месяцев было зафиксировано более 700 случаев оставления места ДТП. Оставление места дорожно-транспортного происшествия водителем, да, участником которого он является, при наличии отсутствия деяний уголовно наказуемого, влечет лишение права управления транспортными средствами от 1 до 1,5 лет, либо арест до 15 суток. По городским проезжим частям вольготно ездят массивные большие грузы. Они – неотъемлемая часть логистического процесса. Однако, помимо предоставления неудобств в виде шума и пыли, они разрушают дороги. Для сохранения баланса вводятся различные меры и ограничения, о которых мы сегодня в частности поговорим с гостем. А наш сегодняшний гость – это временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления ГИБДД МВД по Республике Саха-Якутия Кривошеев Алексей Евгеньевич. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Итак, давайте, Алексей, начнем с цифр. Поделитесь, пожалуйста, статистикой количества аварий при участии водителей больших грузов. Да, действительно, к сожалению, статистика у нас показывает, что дорожно-транспортные происшествия по вине водителей большегрузного транспорта регулярно происходят на территории республики. Но, тем не менее, по итогам 10 месяцев нам удалось снизить как основные показатели аварийности, дорожно-транспортные происшествия, погибшие и раненые, так и ДТП по вине водителей грузового транспорта. Если в абсолютных цифрах у нас на 30% снижено количество ДТП с 54 фактов до 38, погибших на 17% с 6 до 5 и раненых на 16% с 61 до 51. Это благодаря совместно проделанной работе с органами исполнительной власти республики, с Ространснадзором и другими органами субъектов профилактики. А какие наиболее частые нарушения фиксируются вами? Ну, наиболее частое, к сожалению, наверное, как и у всех участников дорожного движения, это превышение установленной скорости. У нас это автоматизированная фиксация развита. Более 6000 нарушений выявлено таких. Ну, далее, если идти по ранжиру, идет нарушение режима труда-отдыха, что тоже, к сожалению, часто встречается. У нас за управление транспортным средством без тахографа, это который прибор контролирует режим труда и отдыха, выявлено более 3000 нарушений. Это в отношении водителей. За выпуск на линию таких водителей должностными лицами предприятий, организаций привлечено более 600 таких должностных лиц. Ну и, конечно же, не обходится у нас без управления в состоянии, нетрезвом состоянии. У нас более 100 таких фактов по итогам 10 месяцев. Без права на управление более 600 материалов тоже допускают. Это как раз водители, которые управляют большегрузными транспортными средствами. Поделитесь рекомендациями для водителей больших грузов по эксплуатации транспортного средства при низких температурах. Да, спасибо за вопрос. Я думаю, это не только для водителей, но и для должностных лиц, предприятий и организаций, ответственных за эксплуатацию транспорта. Действительно, у нас наступают низкие температуры, впереди понижение. Если вот прошлый год смотреть, у нас рекордно стояли низкие температуры до минус 50 градусов. И, конечно же, в таких условиях эксплуатацию транспорта необходимо осуществлять в соответствии с требованиями. Прежде всего, автомобиль должен быть исправен для того, чтобы он был допущен для участия в дорожном движении. Тут необходимо обратить как на сам двигатель. Далее рулевое управление, тормозная система – это те органы управления, которые нам позволяют вести автомобиль безопасно. Ну и такие общие, наверное, для всех водителей – это соблюдение скоростного режима, соблюдение правил обгона.
Потому что мы наблюдаем ситуацию, когда в условиях низких температур из-за автомобиля большегрузного, автобуса, возможно, при дорогах особо вне населенных пунктов у нас выброс идет, с двигателя идет выброс газов внутреннего сгорания, которые создают недостаточную видимость для водителей. И в таких условиях у нас совершаются дорожно-транспортные происшествия. Ну, соответственно, если вы не уверены, едете за какой-то большегрузной машиной, приближаетесь, видите, что туман, ничего не видно, надо снизить скорость, конечно, вплоть до остановки. А у нас статистика показывает, что есть такие дорожно-транспортные происшествия, и, к сожалению, погибают люди в них, что, конечно же, мы с чем действительно работаем на снижение количества ДТП и погибших на дорогах республики. И еще один момент, вот хотелось бы обратить, когда транспортные средства ломаются на дорогах, особо зимой, вне населенных пунктах, конечно же, необходимо соблюдать правила остановки-стоянки. Это обозначать эти транспортные средства. Есть правила дорожного движения, это знак аварийной остановки, аварийная сигнализация. И, соответственно, сообщать о таких, если вы едете по трассе и увидели, что грузовой автомобиль, например, стоит сломанный, прямо посреди дороги встал, не смог съехать, надо информировать органы госавтоинспекции. Мы, соответственно, будем принимать меры, чтобы обозначить транспортное средство или вообще убрать его с проезжей части, чтобы он не создавал угрозу для других участников дорожного движения. Вот такие пожелания у меня. Алексей, какие же изменения внесены в законодательство по эксплуатации большегрузов? Ну, я тоже считаю правильно. Спасибо за вопрос. У нас были большие изменения. В 2020 году внесены изменения в правила дорожного движения. Именно добавлен раздел 26, как раз касающийся норм времени управления транспортных средств и отдыха. Раньше таких ограничений не было для водителей. Сейчас все с 1 января 2021 года водители транспортных средств грузовых, которые вес более 3500 килограмм, обязаны оснащать свои средства тахографами. Это грузовые автомобили и автобусы. К сожалению, многие водители частные не знают, которые управляют, поэтому ответственность тоже есть там за управление, за соблюдение режима труда и отдыха. И, соответственно, контроль осуществляется с помощью тахографа. Тахограф однозначно должен быть. Ну и к нему карта тахографа и так далее. Там все эти моменты можно узнать на сайте Минтранса Российской Федерации. Также я считаю необходимым отметить, что у нас в связи с реформой техосмотра идут большие изменения. И касающиеся последней, это у нас были с 1 апреля 2020 года внесены изменения, которых тоже не знают, в статью 15 Федерального закона номер 170 о техническом осмотре ТС. Это именно изменилась периодичность проведения технического осмотра транспортных средств, в том числе и для грузовых автомобилей. У нас уже сейчас в действующей редакции водители грузовых автомобилей должны возрастом свыше 5 лет должны проходить техосмотр раз в полгода, а не раз в год, как прежде. Тенденции все-таки есть. Вы сказали, что в аварии с участием водителей больших грузов все меньше и меньше. Пожалуйста, скажите, какие меры способствовали этому? Какие меры применяются в нашей республике, в нашей стране по ограничению движения больших грузов? По ограничению движения, тут надо сказать, что это работают как органы исполнительной власти республики, Министерство транспорта, дорожного хозяйства отрабатывает, особенно в период распутицы, когда у нас начинает потепление, дороги начинают ломаться, они выставляют свои весовые пункты весового контроля. То же самое орган основной, это Ространснадзор, на федеральных дорогах также отрабатывает по весовому контролю. Ну и у нас за нарушение правил тяжеловесных и крупногабаритных грузов, конечно же, тоже выявляется правонарушение. Это 449 материалов по итогам 10 месяцев, это довольно-таки существенно. Мы работаем. Те лица, которые виновны, привлекаются к установленной административной ответственности. Без этого никак. Выдаются, соответственно, представления об устранении нарушений, причины, условий таких правонарушений, и они контролируются, их исполнение. И вот в этой связи я хочу обратиться ко всем водителям, как грузового транспорта, так и автобусов. У нас участились факты выявления поддельных диагностических карт, которые должны получаться только на пункте технического осмотра. Поэтому ни в коем случае не заказывайте диагностические карты через интернет. Знайте, что это мошенники. Вы просто отдаете деньги на ветер. Все диагностические карты у нас числятся в единой автоматизированной системе технического осмотра. И при проверке такой карты, когда будет выявлено, что вы воспользовались
поддельной диагностической карты, что это поддельный документ, то возникает состав преступления, предусмотренный статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. У нас вот только за октябрь и ноябрь уже выявлено 11 таких фактов. Поэтому, соответственно, будет проверка по Уголовному кодексу и привлечение как водителя за то, что он управлял автобусом или грузовым автомобилем, не прошедший технический осмотр, так и должностного лица за выпуск на линию. Вот это хочу обратиться ко всем. Да, спасибо большое. Действительно, лучше знать правила дорожного движения и соблюдать их, и быть в безопасности. Сегодня мы рассмотрим такой термин из правил дорожного движения, как вынужденная остановка. Несмотря на то, что этот термин находится почти в самом начале правил дорожного движения, немногие водители знают, чем же он отличается от остальных видов прекращения движения. Что же, будем разбираться. Несмотря на то, что такое понятие, как вынужденная остановка, находится в самом начале правил дорожного движения, многие водители не могут отличить такую остановку от прочих вариантов прекращения движения. Вынужденная остановка пути – это прекращение движения транспортного средства при появлении опасности на дороге или опасности технического состояния транспортного средства, либо опасность, создаваемая во время пути состоянием самого водителя или пассажира, или препятствие на пути, например, мешает там опасности, препятствия. Вот это и есть вынужденная остановка транспортного средства. Обратите внимание, к вынужденной остановке не относятся ситуации, в которых водителю очень сильно нужно остановиться именно в этом месте. К примеру, если водитель решил высадить пассажира поближе ко входу в офисное здание или поближе к магазину, то это будет обычная остановка. Обязательно по правилам дорожного движения водителю необходимо сперва включить аварийную сигнализацию, потом выставить аварийные знаки, а также принять меры для отвода транспортного средства. То есть нужно оттолкать или отбуксировать машины туда, где остановка разрешена. При этом все перечисленное нужно сделать лишь в том случае, если остановка в данном месте запрещена. Если остановка разрешена, то водителю ничего дополнительно предпринимать не следует. Нужно просто заняться устранением причины, вызвавшей прекращение движения. Вынужденно остановился водитель, он должен одеть жилет. Жилет со световозвращающими элементами. Или куртка бывает, или накид-жилет. При выполнении вынужденной остановки водители часто нарушают требования и не включают аварийную сигнализацию и не выставляют соответствующий знак. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Ну и сейчас мы хотим приступить к нашей постоянной рубрике, в рамках которой известные личности в нашей студии проходят экспресс-тест на знание правил дорожного движения. По традиции он будет состоять из 10 вопросов, и сегодня у нас в гостях солистка театра, оперы и балета Екатерина Захарова. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж, вы готовы начать тест? Да, Что попробую. ж, давайте, желаю вам удачи. Спасибо. И первый вопрос. Как вам следует поступить при повороте налево? Первое. Вам нужно проехать перекресток первым, уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком, или же третье. Уступить дорогу обоим транспортным средствам. Ну, на картинке мы видим, что у нас поставлены знаки, что мы находимся на главной дороге, которая поворачивает налево, да. Соответственно, два других транспорта находятся на второстепенной дороге. Ну и значит, мы проезжаем перекресток первыми. Следующий вопрос. Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу. Ваши действия. Первое. Не меняя полосы, снизить скорость, затем перестроиться на полосу торможения. Второе. Не меняя скорости, перестроиться на полосу торможения, затем снизить скорость. Или же третье. Возможно, оба варианта действия. Второе. Скорее всего, не меняя скорости, перестроиться на полосу торможения и затем уже снизить скорость. О чем предупреждает вас вертикальная разметка, нанесенная на ограждение дороги? Первое. О приближении к железнодорожному переезду.
Второе – от приближения к опасному перекрестку. Или же третье – от движения по опасному участку дороги. От движения по опасному участку дороги. Хорошо, двигаемся дальше. Вам можно продолжить движение по крайней левой полосе на легковом автомобиле только налево, прямо или налево, или же прямо, налево или в обратном направлении. Третий вариант – прямо, налево или в обратном направлении. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Первое – обязаны. Второе – обязаны, если легковой автомобиль поворачивает налево. Или же вы не обязаны? Когда есть светофор, значит, мы на знаки не смотрим. То есть у нас зеленый свет. И мы, значит, едем вперед. В смысле, не обязаны ему уступать. Разрешено ли вам выполнить разворот при движении на подъеме? Первое – разрешено. Второе – разрешено только при видимости дороги 100 метров и более. Или же третье – запрещено. Разрешено только при видимости дороги 100 метров и более. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении, и в данной ситуации вы обязаны уступить дорогу грузовому автомобилю, или же вы имеете право проехать перекресток первым? Имею право поехать первой. Хорошо, принимаем. Нарушил ли водитель автомобиля правила остановки? Первое – не нарушил. Второе – нарушил, если расстояние от автомобиля до линии разметки менее 3 метров, или же он не нарушил. Но это зона перекрестка, поэтому он нарушил. При повороте направо вы должны уступить дорогу. Первое – только велосипедисту. Второе – только пешеходам. Или же третье – пешеходам и велосипедисту. Всем пешеходам и велосипедистам. И наш последний вопрос. Этот знак, первое, предупреждает вас о наличии узкого участка дороги, но не устанавливает очередность движения. Второе, запрещает вам проезд через мост. Или же третье, обязывает вас уступить дорогу встречному транспортному средству. Обязывает, потому что с нашей стороны стрелочка красная, значит, надо уже заметить ее и предпринять что-то. Значит, мы должны уступить машину для машины встречной. Хорошо, мы принимаем третий вариант ответа. Это был последний вопрос. Как вам кажется, сколько же баллов, сколько же правильных ответов вы заработали? Ну, не знаю, 9 точно. Вот с подъемом, разворотом, возможно, ошиблась, но мне кажется, нет. Хорошо, тогда, Екатерина, сейчас я приглашаю в нашу студию нашего эксперта. Все это время он слушал ваши ответы, делал себе пометки. И сейчас Егор Никифоров даст вам оценку. Пожалуйста, Егор. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Екатерины. На первом вопросе Екатерина правильно ответила. Мы находимся на главной дороге, никому не уступаем, едем первыми. На этот вопрос тоже очень подробно правильно ответила Екатерина. Второй ответ. Не меняя полосы, перестраиваемся и там снижаем скорость. На этот вопрос тоже Екатерина правильно ответила. Разметка предупреждает, что мы движемся уже по опасному участку дороги. На этот вопрос Екатерина тоже правильно ответила. С этой полосы можно нам прямо, налево и в обратном направлении. На этот вопрос тоже правильно ответила. Должны смотреть мы на светофор. Знаки приоритета отменяются, и поэтому мы не уступаем. На этом вопросе Екатерина волновалась, но ответ правильный. Если видимость позволяет, 100 метров есть, можно разворачиваться. Второй ответ. На этот вопрос Екатерина тоже правильно ответила. У нас преимущество, мы оба главные, и мы для него помех справа едем первыми. Как сказала Екатерина, внутри перекрестка останавливаться нельзя. Водитель нарушил правила. Первый ответ. При повороте направо на перекрестке всем пешеходам, велосипедам уступаем. Третий ответ. Правильно ответила. Так, и на последнем вопросе Екатерина тоже правильно ответила. Мы должны уступить дорогу грузовому автомобилю. Итого Екатерина установила наш рекорд
из 10 вопросов правильно ответила на все 10 вопросов. Молодец. Дорогие телезрители, исторический момент в эфире передачи «Про авто 14». Екатерина Захарова стала абсолютным чемпионом и установила рекорд. Она ответила правильно на все 10 вопросов нашего экспресс-теста. Поздравляем, Екатерина, вы эталонный водитель. Спасибо. Поздравляю. Хотелось бы пожелать участникам движения на дороге, водителям, пешеходам, велосипедистам, всем быть осведомленными о правилах дорожного движения и не нарушать их. Большое спасибо, Екатерина. Большое спасибо, Егор. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Вот и наша передача подошла к концу. Уважаемые телезрители, берегите свое здоровье, будьте бдительны и соблюдайте правила дорожного движения. До встречи в новых выпусках.